Всем привет! Это Айгерим Казыбаева и наша рубрика «Слово между делом». Сегодня мы поговорим о том, что действительно сделали некоторые политики из того, что они обещали. Например, Камчыбек Ташиев, лидер партии Мекенчиль, во время съезда партии обещал, что если они выиграют на выборах, то он освободит Садыра Джапарова и сделает так, чтобы он служил для всего народа Кыргызстана. Кудай буйрса, биз жеңип келсек, Садыр Жапаровду бошотуп, эл керегине кызмат кылдырабыз. И действительно, Садыр Джапаров вышел на свободу, но уже во время революции. Камчыбек Ташиев в одном из своих интервью о Раиме Матраимове высказывался следующим образом. Он рядовой гражданин, который не занимал больших должностей. Он обычный, хороший, гибкий парень. Нельзя просто так очернять его на государственном уровне. Ну а уже 16 октября 2020 года он говорил совсем по-другому. А именно, никакой Раим и Матраимовы не будут управлять нами. Мы не дадим жить коррупционерам. Если Раим Матраимов находится в Кыргызстане, я дам указание поймать его. ГКНБ, главой которого стал Камчыбек Ташиев, 20 октября задержали Раима Матраимова. Но уже вечером того же дня его выпустили под подписку о невыезде, ссылаясь на то, что Раим Матраимов готов возместить 2 миллиарда сомов в казну. 2 миллиарда сомов – это 25 миллионов долларов. Напоминаю, что по данным расследования Азаттык, ОССРП и КЛОП, Раим Матраимов отмыл или вывез 700 миллионов долларов. Он будет лежать в 4 стенах, но ни одного тыина не поступит. Если мы сейчас его решим задержать и конфисковать имущество, то мы получим его машину и дом. Максимум еще один объект. Но это не будет 24 миллиона, а всего около 2 миллионов, пояснил Джапаров, говоря, что решение принимал лично он сам. Даже если мы берем 2 миллиарда сомов, которые готов восполнить Раим Матраимов, то подсчет следующий. Заработная плата главы таможенной службы на 2017 год составляла 32 тысячи сомов. И даже если мы берем 50 тысяч сомов, то 2 миллиарда сомов возможно заработать на этой должности, работая больше 3000 лет. Ну или по-другому, если бы он работал на этой должности, например, 20 лет, то каждый месяц он должен был получать по 8 миллионов сомов. И это мы посчитали только 2 миллиарда сомов, а не 700 миллионов долларов, которые ему предъявляют. Смотрите не на то, что говорят или обещают, а на то, что они всегда делают. Ведь жить в этой стране вам, вашей семье и вашим детям. Заработную плату дает народ, то есть каждый из вас. Поэтому мы должны контролировать и следить за всеми действиями всех наших работников. А это все госслужащие. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч!